Обсудить имеющиеся проблемы, указать на недостатки и заранее начать готовиться к новому учебному году и зимнему сезону. Участники встречи собрались, чтобы выработать конкретные решения для минимизации рисков на дорогах и обеспечения безопасности для всех участников дорожного движения. Недостатки организации дорожного движения, такие как отсутствие светофоров, знаков и барьеров опасных участков, также способствуют риску числа происшествий. Отсутствие четкой координации между госавтоинспекцией и дорожными службами снижает эффективность устранения выявленных недостатков, поскольку предписания госавтоинспекции нередко выполняются с опозданием, что ослабляет ответственность владельцев дорог. Нерегулируемые пешеходные переходы, где отсутствует освещение или разметка, создают угрозу для пешеходов, что подтверждается и трагической статистикой. За последние 10 лет в стране погибло более 86 тысяч человек. На дорогах Ингушетии с 2024 года по сегодняшний день произошло 54 ДТП с участием пешеходов, где погибло 24 человека, а 36 пострадало. Плохая видимость дорожной разметки и дорожных знаков, особенно в темное время суток или в условиях непогоды, затрудняет соблюдение правил дорожного движения, увеличивая вероятность аварий. В условиях увеличения пассажиропотока вопросы безопасности становятся особенно актуальными. Участники совещания обсудили недостатки, выявленные в ходе мониторинга. Так, согласно анализу, отсутствие искусственных неровностей на улицах повышает риск дорожно-транспортных происшествий. С учетом анализа аварийности, я знаю, что не любят у нас в республике, но они имеют эффект определенный положительный. Поэтому искусственные неровности, как бы там кому-то не хотелось, мы все равно будем настаивать, чтобы на аварийных участках они присутствовали, да, соответствующий ГОСТу. Обратите внимание, знаки за деревьями, у нас сейчас лето, да, знаки за деревьями не видно. Говорили также и о недостаточном количестве камер на дорогах Ингушетии, которые смогли бы помочь не только в фиксации правонарушений, но и предотвращении ДТП. 17 камер, те, которые реально в работоспособном состоянии. Там есть моменты, на которые повлиять мы не можем. Но правительство этим занимается, вопрос этот стоит. Но вместе с тем, то есть у нас в комплексе получается, я бы не сказал, что все плохо, но не сильно хорошо по той причине, что там не хватает, там нету, там не работает, и в конечном итоге там кто-то не отнесся к своим обязанностям. Совещание в ГИБДД стало важным шагом на пути к улучшению безопасности дорожного движения. Участники выразили надежду, что совместные усилия органов власти и общественности помогут снизить количество аварий и сделать дороги комфортнее для пассажиров. Все меры, которые в рамках законодательства предусмотрены, меры будут приниматься, потому что безопасность граждан – это прежде всего, это основная задача и нас, и органов власти, и вообще, в принципе, даже каждый гражданин, он должен как-то сам себя беречь и свою безопасность обеспечивать. Совещание стало платформой для конструктивного диалога между различными ведомствами. Участники пришли к единому мнению – безопасность на дорогах – это общая ответственность. Тамара Хшагульгова, Адам Мережков, МАГАЗ 24.